Санкала. Круглый столб. От круглого столба 10 шагов к востоку. Малое кольцо. Профессор Поливанов? А вы, товарищ, кто, шофер? Шофер. Он говорил что-нибудь? Бредил. Но понять я ничего не мог. Просил пить. И никаких имен не называл?
При мне нет. Последнее, что я слышал, 10 шагов на восток. Благодарю вас. Можете ехать. До свидания. Всадник в белом тюльпеке. Умерла ли тайна вместе с ним? Или попала в другую страну к иным людям? Кумбасан-Кала, круглый столб, малое кольцо. И это все? Больше ничего, он прервал передачу. Мало. Можете не идти. Проводник. Жаждет мести. Фанатик. В этом ауле живут так, как жили веками. Аллах в небе и Рахман Хаджа на земле. Но вот однажды глухой аул понадобился большому миру. Мурат, пришло время идти за границу, на родину. Мой выбор пал на тебя, потому что я верю тебе, как сыну. Ты помнишь клятву, Мурат? Мурат ничего не забыл, Рахман Хаджа. Но кому мне мстить? Ведь людей за горами не счесть. Ай, Мурат, Мурат, кинь лопату и вытри руки. На, это кинжал твоего отца. Возьми. Умирая, отец твой отдал его мне и сказал: Мурат отомстит за меня. Я посылаю тебя на святое дело. Ты найдешь убийцу, отомстишь за отца. Имя. Человек в белом костюме приведет тебя к нему, сын мой. И они пошли.
Тише! Там кто-то есть. Надо идти через дырявый камень. Здесь идти нельзя. Следующий день встретил их в дырявом камне. Граница была позади. А теперь переходим к водным процедурам. Ты очень изменился. Постарел, что ли? В молодости ты был не такой. Я помню. А я вот вас никак не могу вспомнить. Никак. Не знаю, где я мог вас видеть. Не знаю. Ты все забыл. И то, что война была, и как ты возил грузы через границу, и опиум. Ты все забыл, Италмас. Да. Ну что ж, надо кончать, хватит. Долгая у тебя память. Долго, Италмас. Говори. Жить буду пока у тебя. Это первое. А второе. Человеку моему безопасное место найдешь. Он сегодня будет в городе. Ты в город, папаша? Садись. Так и быть, червонец с тебя.
Вырушаем. Извините, больше не буду, товарищ начальник. Гонки устраиваем. Товарищ начальник. Права. В середине буква А. А в конце Т. В конце Т, в середине А. По-моему, это ваша профессия. Журналист. Ага, угадала? Почти. Смотрите. Кумбасанкала. По-русски крепость задавлена песком. Здесь будете копаться? Приезжайте к нам на раскопки, Евгений Григорьевич. Какой материал соберете? Крепость стоит на трассе канала. Скоро здесь будет водохранилище. Торопитесь. Кумбасанкала. Здесь проходил всадник в белом тюрбеке. Так это же мой пассажир. А я думал, тебя выбросило из кузова. А ну гони, червонец, дорогой. Да я шучу. Что ты в самом деле? За кого ты меня принимаешь? Мы, брат, люди порядочные. Ну и гости ты ко мне привел, и Талмас. Не ждал. Бывает такое, а? Бывает, бывает. Ты уж прости меня, друг. Не ждал тебя сегодня. В моей комнатушке ни грамма. Или ты больше насчет Аллаха? Садись. Ну как там у вас? Говорят, свободный мир, инициатива, проявление личности и гурья в раю. Или врут? Отбившегося барана волк съест. Не читай мне Коран, Ишули. Не съест, подавится. Обратно с вами пойду, так и знай. Да и начальник не возражает. И характеристику даст приличную. Нас ждут. Надо идти. Садись, бесплатно довезу. Так уж и быть. Ну, что в Москве? Холодина, дождь. Крупный зверь сюда пожаловал. Не вспугнуть бы. Сегодня утром снял комнату в городе. У механика автобазы. Прекрасно. Нашли рацию всадника. В песке была зарыта. Так. Кумбасан-Кала выезжает экспедиция профессора Поливанова. Знаю. Летел с его дочкой в самолете. Профессор Поливанов. Майса его дочь. Ученик Поливанова Шир и шофер. И это вся экспедиция? Да, вся. Рабочих нет. Нам везет. Мурат поедет с ними. Возьмут его? Возьмут, рабочих не хватает. Мурат будет нашим троянским конем. Кем? Нашим троянским конем в Кумбасан-Кала. И Талмас поедет следом на машине. Будет ждать нас обоих. С ночным поездом у разъезда Якитут.
Ты помнишь, зачем я пошел с тобой? Верь мне. Счастливый путь, Мурат. Я во флот. У меня и старший брат на Балтике. И младший только про пиратов книжки читает. А ты море не видел, Петя? Наследственность. Отец у меня из Севастополя. А я в Москве по пустыне скучаю. Очень скучаю. Мурат, а ведь я здесь воевал в отряде Федина. Шутки шутишь, начальник. Зачем Федину нужны были ученые люди? С ним комиссары шли. Правильно. Профессор Пайванов и был тогда у Федина комиссаром. Видишь холмы? Вот отсюда мы и начали гнать с ним басмачей. Жестокие были люди. Да их нельзя и людьми-то назвать. Особенно один слуга Аллаха. Рахман Хаджа? Ты знал его? Сам не знал. От других слышал. Мои близкие здесь жили. Здравствуй, Карахан. Здравствуй, Аманага. Рад тебя видеть. А Табалы у себя? Табалы уехал на участок. Он знает, что у вас не хватает людей, и просил передать тебе, что даст вам на пару дней бульдозер. А шофер у вас есть. Кого-то мне наш рабочий напоминает. Он похож на Нури Кулиева. Был у нас в отряде такой боец. Верно. И лицо его, и походка. А я смотрю, где я видел это лицо? Здесь прошло его детство.
Люди в поезде быстро знакомятся. Мой сосед вел себя безупречно, я тоже. Шашки, шахматы, домино. Забьем козла, папаша, а? Давай, давай, забьем. Спасибо, красавица. На пару пива, папаш. Ладно. В постели все? Мы в Красноводске когда будем? Еще успеете сыграть и отоспаться. А мы и дома отоспимся, курносы. Вам, товарищи? Принесите. И мне тоже. Да, пустыни, брат, разные бывают. Пустыня, рознь. Уж поверь мне, старику, я приезжал по этой дороге, помню, еще в 914 году. Вот это была пустыня. Небо и земля. Небо и песок, папаша. Теперь пустыни не узнать. Вот на твоем месте ехал со мной в купе один Марк Шейдер. Немец? Какой немец? Темнота. Марк Шейдер — это горный инженер. Эх ты, дурачок. Так он рассказывал, что на канале появились даже эти, как их... Археологи? Вот археологи. Сейчас я тебе покажу, как играть. Рыба, давай очки считать. Где я слышал этот смех? Вспомнил. Ростов. Тоже прикидывался дурачком. Что? Они вместе. Здорово ты меня обставил, а? Учись, папаша. Пойду пивка выпью, понял? Ну, ступай. Смотри, Ашир, кто к нам пришел? Ты очень похож на него. А так еще больше, такой же колючий, молчаливый. Вообще все археологи дикобразы. Шла война, где-то рвались снаряды, а мы здесь мирно занимались раскопками. И никакой связи, Петя, у нас не было. Чудесный плов вы сварили, Мурат. В экспедиции, как в походе, все едят вместе. Садись, Мурат. Ну, как дела, Ашир? Ящик кто-то разбил с рацией. Теперь и СОС подать нечем. Я видел, как Мурат разбил ящик. Тут что-то нечисто, ама нога. Врач нужен. Была бы рация, был бы и врач. Ты слишком болтлив. Болтун — находка для шпиона. Не валяй дурака, тут и стены имеют уши. И глаза. 2 глаза. В нашем купе с трубкой. Я его видел в Ростове. А, сосед, прошу. Разрешите? Пожалуйста. Вы уже заказали? Меню? Что будем есть? Коньячок. Хватит. Ну, по последней. Друзья, за ваши успехи. Между прочим, сосед. Вы видели картину? Мы с вами где-то встречались. Смотрел. 3 года тому назад. В Ростове.
Дома в это время я уже сплю. А я люблю поработать ночью. О, вы, наверное, писатель. Всего-навсего журналист. Ну, я пошел спать. Спокойной ночи. Ночью за окном Спокойной ночи. белым бело, белый бесконечный снег. Ну, я пошел будить старика. Ты живешь за 3 дня. Аман-ага, зачем сидишь? Иди. Тебе спать надо. Мурат — простой смертный комок земли. Мы люди, Мурат. Мы оба дети земли, и ты, и я. Не обижай меня. Аман-ага, что такое троянский конь? Это древняя история, Мурат. Окруженный высокой стеной стоял на холме могучий город Троя. Запылали дома, кровавым заревом освещая гибнущий город. Троянский конь — это обман, предательство. Мальчишка я в родном ауле пас овец. Ракум пасан кола мне часто рассказывал мой отец. Жив твой отец? Его убили. Прошу тебя, если я умру, похорони меня здесь, на родине. Как тесен мир. Так встречается только в Москве, где-нибудь на Трубной. И идут к центру. Жара. Хотите эскимо? А помните крепость под крылом самолета? Задавленную песком? Да, не забыли? Нет. А вы сбежали оттуда? У нас Мурат рабочий заболел, иду врача вызывать. Так впервые я услышал его имя. Мы подходили к разъезду Екетут. Ну, едем. Спрашивай, куда? Один, который помоложе, всю дорогу шутил.
а другой, который, видно, постарше. Тот ни слова. Мрачный, злой. Опять говорю, куда ехать? Один отвечает, давай гони до разъезда и тут. Ну так сюда и доехали, а на месте дали 100. Дай-ка огонька. Спасибо. Любопытно. Ты так и не спросил, кто они? Да их тут чей-то газик подхватил, должно ждал. А ну давай руку, а то от балу из меня шашлык сделай. Счастливый путь, до свидания. До свидания. Майсам. Салам, дядя Чары. Салам. Знакомьтесь. Мы знакомы. А я ждал вас с ночным. Что за машина ушла? Это арбузы везут на канал, там на них спрос. Новости есть? Есть, шофер ночью кого-то на станцию подвез. А кто они, не спросил. А где они сейчас? Шофер говорит, они тут на другую машину пересели и уехали. А куда, разве узнаешь? В сторону Кумбасан-Кала. Свяжите меня срочно с городом, а вы займитесь верблюдом. Врача я вызову сам. Идемте, идемте. Майсу хлебом не корми, дай на верблюде покататься. Я ее еще совсем маленькой помню. Профессор Пальванов часто брал ее с собой в экспедиции. Она у нас археолог с самого детства. Заходите, пожалуйста, заходите. Кумбасан-Кала. Я доберусь туда сам. Дорога минута. Да, немедленно. Все пути вели в Кумбасан-Кала. Сарыев с людьми садились в машину. В аэропорту к вертолету торопился врач. Где профессор Пальванов? Можно взглянуть на кольцо? Конечно. Бронза. Какой век? Парфия. 1 век. Любопытно. Мне кажется, я вас знаю. Вы Кто? журналист. Вы из Москвы летели вместе с моей дочерью. Возможно. Вас интересует наша работа? Да, очень. А скажите, Евгений... Для вас я просто Евгений. Что-то троянского коня не видать. Ничего, все тихо, мирно обернется. Как бы не так. Поливанов убил отца Мурада. Он его кровник. А Мурат знает? Еще нет. Тут такая заваруха будет. Ну, давай еще для храбрости. Мы с вами идем сейчас по дну будущего водохранилища. Скоро здесь будут плавать амударьинские усачи. Прощай, Кумбасан-Кала. Печальное прощание для археолога. Я бы не сказал. Вы только вдумайтесь, вода в Каракумах, а? Если это круглый столб, то где же малое кольцо? Говорил я вам про рацию.
Не поверили? Они все тут из одной шайки. Что ты? Это Евгений. Журналист. Журналист? Нет, он не журналист. Кто же я, Петя? Ты негодяй. Шпион. Однажды у колодца Черемшлы комиссар Пальванов убил в бою туркмена. Тогда была война. Для сына убитого это не имеет значения. Он фанатик, и у него, как у фанатика, одна единственная цель в жизни — найти убийцу отца и отомстить за него. Вас он пока не знает. Но ведь я могу открыть ему глаза. А Мурат Кулиев, слуга Аллаха, он никогда не нарушит клятву. И все-таки он человек. По ночному городу идет тишина. Ну, ждешь, когда и тебя на тот свет отправят, гробокопатель. Дело оборачивалось скверно. Майсу и раненого Ашира я оставил здесь. Кумба Санкала, круглый столб, малое кольцо. Где малое кольцо? Это вас! Воды!
впервые я увидел его. В этом человеке было нечто такое, что я не мог признать в нем врага. Буря смешала карты. Срыв застрял. Теперь можно было рассчитывать только на себя. Плохо мне, плохо. Иди, посмотри, кто там. Ты меня привел сюда. Зачем, ответь мне? Врагов у меня здесь нет, а все напоминает об отце. Мне надо знать, кто его убил. Встань, Мурат. Я не зря тебя привел сюда. Твой кровник Пальванов. Единственная возможность выхода из игры. Аман Пальван Оглы, ты убил моего отца. У колодца Черемшлы ударом ножа в спину. Ты мне сам сказал, что был комиссаром у Федина. Ты можешь умереть стоя. Ты был ко мне добр, но мы с тобой кровники, а Бог
не прощает тому, кто изменил своей клятве. Говори, если есть что сказать. Есть. Прочти, что написано на лезвии кинжала. Это подарок Нури Кулиеву за мужество и стойкость. Нури Кулиев был в отряде Красной Армии. Отряд боролся с врагами. Это басмач Рахман Хаджа приказал убить твоего отца. А тебя увести из аула, сын Нури. Рахман Хаджа. На, держи! А я думаю, кто это в нас палит? Может, подсадим хозяина за червончик, а? Хозяин пить хочет. Сейчас переговоры начнутся. И круглый стол, и вода докладчикам есть. Поздравляю с успешным началом переговоров. Крысы с тонущего корабля. Урат будет нашим троянским конем. Ха! Троянский конь! Бензинчику и вправду на донышке было. Весь. Говоришь, отбившегося барана от стада волк съест? Не съест. Нас примут по-царски. Наконец-то пришло мое время. Страна баранов. Прощай. Страна баранов? Иди за границу. Нет, крепость. Состав небывалой стали, новое горючее, карта. Что было в коробке, не знаю. Никто ее больше не видел.
Польванов. Сарыев. А мы с вами уже встречались. Ага, вспомнил. Случай на дороге. Так выходит, они все из одной шайки? Все, кроме Мурада. А, я был уверен, что он человек. Не помню, чтобы я уставал когда-нибудь так, как в тот день. Я думал об одном человеке. Его звали Мурат. Моя земля, вот я и пришел к себе. Аман, ага, эта птица прилетела за мной.